Если два первых фильма, о которых шла речь в предыдущих роликах, были сняты на кинопленке, то фильм «Календарь ожидания» режиссера Сафарбека Сулиева, использовавшего впоследствии имя Сафарбек Сулех, привносит новую эстетику видеофильма, снятого на стыке игрового и документального кино. Примечательно, что Сафарбек Сулех создал игровой фильм вслед за чередой документальных картин этнографического характера, сохранив неподдельный интерес к суровому быту горных жителей. Жизнь жителей гор в объективе видеокамеры Сафарбека Сулеха беспощадно обнажалась в оценке окружающей реальности в силу того, что изображение в середине 2000-х годов поддавалось меньшим манипуляциям по сравнению с кинопленкой. Видеосъемка точно запечатлевает образ именно таким, каким он видится невооруженным взглядом. Титры фильма свидетельствуют о том, что финансирование фильма в той или иной мере было поддержано рядом международных организаций, таких как Internews Networks, швейцарский офис по сотрудничеству в Республике Таджикистан, которые являлись основными донорами, поддерживавшими независимое кинопроизводство в первые десятилетия после завершения гражданской войны в Таджикистане. Этим объясняется и круг актуальных тем, которые режиссер Сафарбек Сулех вплетает в канву своего фильма, в частности, темы начавшейся рабочей миграции, судьбы национальных меньшинств, коммуникационный тупик в высокогорье, отсутствие дороги и телефонной связи в зимний период, наличие других бытовых проблем и стигматизация больных ВИЧ, а также приграничные проблемы, такие как минирование границ. Вместе с тем, акцентирование внимания к данной проблематике создает мозаику таджикской горной деревни середины 2000-х годов. Часть из затронутых проблем актуальна и в настоящее время, однако теперь отношение к ним несколько изменилось, например, к теме рабочей миграции сейчас приковано пристальное внимание. Данный фильм снимался в деревне Хакими, района Нурабад в период празднования Навруза, Нового года. Сюжет картины заключается в следующем. Виктор, радиотехник по профессии, этнический русский, выросший в Таджикистане, возвращается из России за своими документами, которые необходимы для оформления российского гражданства. Зрители узнают, что Виктор с семьей уехал во время гражданской войны и что в деревне Хакими осталась могила его отца, инженера, руководившего строительством моста через реку Сурхоп. По приезду сын посещает отцовскую могилу. В фильме отсутствуют главные персонажи. Сюжет представляет собой калейдоскоп лиц и встреч, которые происходят в течение одного дня в заснеженной деревне Хакими. Салам, салам, Акай, Саман. Как дела, Витя? Как доехал? Нормально, Как все дорога? хорошо, все хорошо. Все нормально? Вот приехал, кое-какие мелочи доделаю и снова уеду. Ну, проходи в дом. Расскажешь, как там все? Всё Что расскажу. пишут-то дети? Все расскажу. Да, все нормально. Проходи в дом. В деревне живет пожилой учитель Самадака, который с первых сцен фильма интригует зрителя тем, что падает в снежный сугроб, отмеряя собственный рост и складывая бревна с двух сторон наподобие носилок. Как впоследствии оказывается, он не хочет оставаться должником никому и самостоятельно готовит для себя погребальные носилки. Вместе с Самадака живут дочь и невеста Ирина, молодая русская женщина, которая инкультурировалась в таджикской среде, переняв традиционные обычаи, изменив внешний вид, делая прическу из 40 косичек, нося национальную одежду и головной платок. Она, как таджичка, печет хлеб в тануре. У Ирины двое детей. Старшую, голубоглазую, русоволосую девочку 8 лет назвали Мавлудой, что дословно означает «как рождение».
Логично было бы предположить, что Ирина россиянка, которая согласилась поехать в деревню мужа и вести там хозяйство в его отсутствие. Такие жизненные примеры стали встречаться все чаще в последние годы. Но кинорежиссер «Календаря ожидания» был озабочен проблемой принадлежности и одиночества персонажей. Например, в одной из сцен Ирина, плача во время телефонного разговора с мужем, говорит о том, что она здесь совершенно одна. Мы проникаемся к ней состраданием, когда Виктор рассказывает Самадака о том, что в таджикоязычной среде они считались русскими, а в России стали считаться таджиками. Характерно, что биографические детали персонажей рассеяны на протяжении всего фильма и вплетаются воедино восприятие зрителя именно в финале. Так, финальным эпизодом фильма являются сцены, в которых Самадака обучает детей Корану. Ирина молится о благополучии семьи у православной иконы, в то время как Виктор пытается наладить радиосвязь с Россией. Все три персонажа находятся в ожидании смерти, мужа, документов, а Мавлуда, внучка Самадака, ассоциируется с предвкушением начала нового этапа жизни, как молодой семьи, так и государства в переходный период. Недаром ей лет 8. Она ввергает Ирину в слезы, когда перечеркивает дни календаря, оставшиеся до приезда отца. Девочка своим детским поступком как бы стремится приблизить встречу с отцом, приезд которого все время переносится. Что касается Самадака, то умереть он надеется на родине, потому что, повторяет, для человека великая честь найти пропитание на родине и быть похороненным в родной земле. Как было отмечено выше, фильм снят в стилистике доку-фикшн, документально-постановочного кино, в котором игровые сцены, созданные по заранее написанному сценарию, вписаны в канву этнографических зарисовок о деревне и ее жителях, которые атмосферно сняты методом наблюдения. И нередко селяне смотрят в объектив пытливой камерой, что совершенно не смущает режиссера. Появляется вопрос, чьим взглядом снят фильм? Чьим взглядом мы смотрим на деревню, потому что селяне смотрят на нас в упор. Неужели приезжего Виктора, уже не вписывающегося в данную среду и которого останавливают полицейские, спрашивая документы? Он, естественно, привлекает внимание Ирины и Мавлуды, так как они чувствуют себя одинокими в данной среде, своей непохожестью. Антураж этнографического облика Ирины, прическа, костюм, украшения, наконец, социализация в кругу женщин, пекущих лепешки в глиняной печи тандуре, к которому она прибегает, призван помочь ей завуалировать различия. Таким образом, фильм располагает еще одним измерением – анализом субъективного взгляда, который может принадлежать как автору, технически кинооператору фильма, так и героям, ощущающим свое отчуждение. За неспешностью обыденных действий селян, воспринимающихся как документ запечатленного периода, следишь как завороженный, потому что они интригуют своей безыскусственной атмосферой, в которой каждое мгновение дышит в режиме реального времени. Режиссер подмечает такие находки, свидетелем которых стал в деревне, как, например, замечательно придуманный механизм воздушной веревочной дороги, по которой с высоких гор вниз доставляют вязанки хвороста. В фильме задействованы как профессиональные актеры таджикского театра и кино, например, Нурулло Абдуллоев, сыгравший Самадака, Шауди Сулех, сыгравший сельского старосту, Асланшур Ахматуллоев, сыгравший соседа, так и непрофессиональные актеры. Для того, чтобы нивелировать различия в актерской игре между профессиональными и непрофессиональными актерами, приблизить их друг к другу, режиссер поместил их среди местных жителей. Например, это позволило Нурулло Абдуллоеву, то есть Самадака, существовать в кадре, играя большей частью самого себя. Монтаж фильма отличается свежестью, неторопливостью, свободой, с которой режиссер переключает зрительское внимание между документальными, случайными и заранее прописанными сыгранными сценами. В фильме существует несколько важных эпизодов, стоящих упоминания, в которых сквозит режиссерская ирония и даже самоирония. Выраженная, например, в сцене с кандидатом, новым таджиком-бизнесменом, приватизировавшим в свое время многое в данной местности, проводящим предвыборную кампанию, скрываясь от весеннего солнца под зонтом. Режиссер подчеркивает его внешние атрибуты – длинное кожаное пальто, солнечные очки, привлекает внимание человек, держащий над ним зонт. Так вот, роль кандидата кинорежиссер Сафарбек Сулех сыграл сам, а его самоирония выразилась в том, что ему приходилось в основном снимать фильмы за счет собственных ресурсов, но он сыграл бизнесмена в фильме. Именно его фотография украшает предвыборный постер с надписью на таджикском языке «На службе у народа». Кандидат обещает открыть школы, построить дороги, бесперебойное электричество, если местные жители пойдут ему навстречу и дадут свои голоса.
Наряду с таким маркером времени режиссер вводит другой, приезжую съемочную группу киностудии «Таджикфильм», в роли которой снялись члены творческой группы фильма «Календарь ожидания», как если бы снимался документальный фильм о фильме. Им предлагают устроиться на ночлег в деревенской мечети, что должно было показать не только рост религиозности среди населения, но и привести зрителя к рассуждению о том, почему именно в военные и послевоенные периоды люди обращаются к духовным практикам. Документалист Сафарбек Сулех подходит к использованию метафор, в данном случае метафор времени. Так, в одной из сцен Виктор из Самадака навещает мельника Хафиза, который трудится за мельничным жерновом. Хафиз означает «певец». Это намек на суфийскую сущность персонажа и отсылка к персидскому поэту Хафизу, или, быть может, соответственно, к мистичному труду мельника, который не должен восприниматься буквально. Хафиз в прошлом являлся председателем колхоза. Он вспоминает, что в советский период муку доставляли поездом, а теперь ему приходится перемалывать зерно средневековым методом. При этом интерьер его мельницы представляет мини-музей с развешанными коммунистическими знаменами, расставленными гипсовыми бюстами Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которых по аналогии с этой заснеженной деревней накрыло мукой. Таким образом, все персонажи, которых мы встречаем на протяжении просмотра фильма, они начинают принимать чудно-собирательный облик, граничащий временами с горькой абсурдностью. В фильме «Календарь ожидания» запечатлено время переходного от советского этапа жизни к периоду становления новой суверенной государственности. Этот период связан с чаянием населения Таджикистана о переменах к лучшей жизни, и в фильме представлена перестройка его мировоззрения на переломном этапе.